Этот бодрый, позитивный мужчина отмечает 90-летний юбилей. Несмотря на столь почтенный возраст, Эдуард Александрович танцует, делится воспоминаниями, читает наизусть стихи. Родился в Омске в семье педагогов. Сейчас без малого полвека живет в городе Нерюнгри, который стал за это время родным. Я всю жизнь, вообще всю жизнь я трудился и работал. Ну а в Нерюнгри и в Серебряном Бару в нашем районе оставил большую жизнь, своей жизни оставил. Вот так. Так что вот так. Я благодарен всем, с кем я здесь работал. Это были замечательные люди, наши разных национальностей. Сегодня коллекция заслуженных наград Эдуарда Спильника пополнилась еще одной памятной медалью от главы города. А творческие коллективы и исполнители поздравили юбиляра и украсили мероприятие своими выступлениями. Сегодняшнее мероприятие открывает рубрику под названием «Твои люди Нерюнгри», в рамках которой будут проводиться встречи с творческими людьми, с первостроителями и долгожителями города. У нас в городе очень много людей разных национальностей. Мы живем в дружбе, в единстве. Мы хвастаемся, я люблю это слово, когда мы вместе собираемся на мероприятии и рассказываем о своих достоинствах, о своих традициях. Вот объединить всех людей и показать, насколько дружен, красивый город людьми, как нерюнгринцами. В честь 50-летнего юбилея Нерюнгри в библиотеке планируется цикл мероприятий для читателей разного возраста об истории, о культуре и о людях нашего города. У нас сейчас объявлена акция «Твои люди Нерюнгри». Мы приглашаем сюда к нам первостроителей, мы приглашаем сюда молодежь, чтобы они знали, когда строился наш город, как строился наш город. Вот, и отдать как бы дань почтения нашим первостроителям. На сегодняшний день библиотека – это не только место, где можно найти необходимую интересующую литературу, но и место встреч для творчества и общения. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри.